Прогулка по старому городу неизменно приводит к Сухому мосту. Вперемешку с сувенирами здесь можно встретить и по-настоящему интересные вещи. Оказывается, шапки из войлока, которые носят грузинские горцы, сваны, раньше носили и ингуши. А мохнатая папаха – это просто зонтик. Очень нужная вещь и для пастухов, и для обреков. Не похож на обрек. Все народы в войнах, и грузины, и чеченские, это наш кинжал. Спаситель нас в тяжелые моменты. Единственный справедливый аргумент в споре. Он решал вот это. А вот это уже серьезно. Главное оружие писателя – слово, но знать о том, как применять клинок, тоже нужно. Нас везде, вот вы читали в русской литературе, в других литературах, нас рисуют за людей, которые постоянно хватаются за кинжал. Это совсем не так. Наши предки не просто носили оружие, они создали культуру ношения оружия и культуру применения его в бою. Даже во время сильнейшей битвы нельзя было применять незаконного приема. Например, колющий удар считался незаконным. Кавказцы признавали только рубящий удар. А колющий удар говорили, что это делают незаконнорожденные. То есть это подлый удар из-под тишка. Когда садились за пиршественный стол, был такой закон. Даже нечаянно нельзя было за столом прикасаться к рукояти. Сразу ему говорили: вставай. Вот это, я считаю, культура. Прогулка по Тбилиси пробуждает воспоминания. И даже Исаак Адзоев становится лириком. Еще через несколько часов еще одна церемония. Ингушский писатель станет почетным гражданином Тбилиси. Я в тайне души мечтал об этом. Я сейчас открою вам эту свою тайну. Я мечтал быть каким-то образом, конкретно быть связанным с Тбилиси. В этом городе я всегда чувствую себя у себя. Вот, другим послом. Я люблю Тбилиси, я люблю этот город, я люблю эти старые камни, эти старые кирпичи, эти здания, ваши храмы христианские, хотя я сам мусульман. Мне очень приятно их видеть, потому что они древние, очень древние. И я люблю людей, всех люблю. Вот по улице идут люди, мне хочется здороваться с ними направо, налево. Я боюсь это делать, думаю, скажет, какой-то сумасшедший ингуш приехал и здоровается. Просто я люблю Тбилиси. Иса Аюбович, спасибо за сегодняшнюю встречу. Я сейчас буду работать, писать ваш портрет. А вы расскажите нам свою историю из вашей замечательной и очень интересной жизни. Большое спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Я хочу рассказать, как начали активизироваться взаимоотношения северокавказских народов и грузинского народа после Горбачевской перестройки. В 1989 году, 9 апреля, произошли трагические события в Тбилиси. И это было сделано руками советских солдат. Сразу после этого случая вся советская большевистская пропаганда начала атаку на грузинский народ, что, дескать, это экстремисты, что это поднимаются сепаратисты. И такой процесс
чтобы пыль в глаза людям пустить, что там были очень плохие люди, что, чтобы остальная часть Советского Союза тогдашнего не знала, что на самом деле происходит. Но я помню, что по Ингушетии тогда пошел слух, что убили очень много мирных людей, даже девушки были убитые, и люди очень возмущались. Потом в городе Назрани на заводе «Электроинструмент» решили сделать собрание. Туда приехал инструктор обкома КПСС, и он должен был читать лекцию о том, что происходит здесь, в Грузии. Ну, народу, зал был битком набит, а кроме того, вся площадь была тоже заполнена людьми. Потом этот обкомовский инструктор начал читать, ну и охаивать грузинский народ и движение грузинского народа. И вот минут так 20 он читал эту лекцию, а в зал потом вошел старик-сторож с огромной такой черной бородой. В руках он держал вот эти четки. Ему места не было, потом ему принесли табурет, он сел впереди и слушал. Он минут 5 слушал. Потом поднялся со своего места, подошел прямо к трибуне и положил руку на эти листы, которые читал секретарь, то есть вот этот обкомовский работник. А тот говорит: дед, что ты хочешь? А старик, ну, очень грубо, так просто говорит: закрой свой рот. Там, говорит, за горами у наших родственников произошла, говорит, большая трагедия. Многих людей убили. На земле пролилась кровь даже женщин. Я думал, говорит, мы собрались, чтобы собрать людей и пойти туда на траур, выразить им наше соболезнование. А вы, говорит, слушайте вот этого человека, который плюет, говорит, на кровь, в кровь, говорит, пролитую близких нам людей. Как вы можете это? Ингуши вы вообще или нет? Сказал. Ну, произошла невероятная такая, ну, все соскочили, крик начался. И тот обкомовский работник мигом собрал свои листочки, и сел он в свою машину, и он улетел. Люди вышли на площадь, на улицу оттуда вышли, и начался такой импровизированный митинг. Приехали за мной, привези меня туда на площадь. Ну, народу, знаете, вот вся площадь полна народу. И эти старики, человек 20. Вот так, ты слышал. Почему, говорит, ты сидишь дома, мне они говорят. Я говорю, что нам делать? Ну, как что делать? Когда у людей, родственников, говорит, трагедия, туда надо пойти, высказать соболезнования. Мертвых мы уже не оживим, говорит, но живым, говорит, мы можем сердце немножко погладить. Вот почему, говорит, мы этого не делаем. Я говорю, надо это делать. Один за другим выстроились эскорт-машин. Садитесь, говорит, поедем прямо туда. Едем сюда, в Тбилиси. Не доезжая до Тбилиси, мы остановились. Адмажит остановил. Он говорит, к кому мы едем? Мы же не знаем родителей, эти семьи, где убиты люди. Один говорит, надо к их правительству пойти. Я говорю, нет. Грузинский народ сейчас не в дружбе со своим правительством. Между правительством и народом, я говорю, там кровь уже легла, это не пойдет. А тогда к кому? Потом Абдул-Маджид говорит, мы пойдем, говорит, к главе их религии. Есть же у них, говорит, глава религии. Они всегда были, говорит, божественный народ. Я говорю, наверное, это надо будет к католикосу тогда поехать. Хорошо, так решили.